Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как первые метры? Все, многие тут вообще тоже после зимнего сезона первый раз выехали. Так что я думаю, новый человек в команде, можно сказать, поэтому ведите себя прилично, не пугайте. Здесь на самом деле все взрослые туристы, все адекватные люди. В любом случае вы можете рассчитывать и на поддержку, и на какие-то советы, и на все такое. Сегодня у нас маршрут Якутск, остатки тропосферной станции Вена, город Якутск. Маршрут практически туда-обратно идет по тому же маршруту, но тем не менее будет интересный. Сегодня я буду вашим гидом, меня зовут Евгений, мне помогать будет Анна. Ну и все остальные, я думаю, тоже сильную помощь окажут. Примерный километраж у нас составит около 60 километров. Цифра может быть пугающая, но на самом деле пролетит быстро, потому что будет очень интересно по пути. Первая часть маршрута у нас асфальтовая, мы едем почти до Кирзавода, до Намцаря. Самое главное сейчас у нас на первом этапе это закупиться. Мы едем аккуратно по улице Дзержинского, по проезжей части. С правой стороны проезжей части доезжаем до универсама «Своя копейка». Это на перекрестке с улицей Кальвица. Там мы закупаемся необходимыми продуктами, распределяем это. И дальше уже едем по Портовскому шоссе. Там посмотрим по ситуации. Если будет большая загруженность, трафик, то по тротуару. Если нет, то по проезжей части. Колонны друг за другом. Доезжаем до поворота на Маганский тракт. Ну и там дальше совсем просто. Остановочка у нас первая, соответственно, будет на Закупе. Вторая будет на посту ГАИ. 5-минутка для отдыха. Третья, четвертая, там дальше по ситуации, скорее всего, перед Намцирским трактом. Как только заедем в лес, будет совсем комфортно, будет меньше машин и будет нормальный свежий лесной воздух. Вот. В принципе, маршрут несложный, для новичков подходящий. Все когда-то его проходили первый раз, а многие из тех, что здесь, они первый раз на этом маршруте, поэтому им тоже будет, всем нам будет интересно. И там уже на Вене я расскажу немножко по истории ее, посмотрим на развалины. Будет спуск, будет лесная дорога, будет здорово. Активный выходной начинается, ребята. Давайте по коням. И сейчас, наверное, Анна поведет нас в своем темпе в магазин. Всем молодцы, всем спасибо уже, что вы приехали на точку сбора. Это уже хорошо, уже хорошее начало. Всем удачи! Ура! Ура! Yes. Ну, я сегодня тоже ездил на Урале. Чередую. Асфальт. Ну да, мне зачем это? По ровному асфальту можно. Вот форму надо поставить. Ничего страшного, надо отдыхать с девушки. У тебя как ощущения, папа? Поделись пару слов на камеру. Отлично. Как подъемчик тебе? Вообще не ощутил, да? Да, ну как? Было легко, да? Легко. Ну, слава богу.
Всем привет! Мы поднялись! Ура, ура! Сейчас мы здесь передохнем. Немножечко. Да, водички попьем. Покушаем. Комариков покормим на подъеме. И все отлично, подъем взят. Ура! Поднялись. Иня, Все это впереди, еще ехать, ехать. я знаю. Ну что ж, у нас позади асфальтовый участок. Это самая простая часть маршрута, самая неинтересная. Сейчас мы углубились в лес, практически уже в лесу находимся. И начинается самая техничная часть нашего велотура. Это песчаные дорожки, это лесные дорожки, подъемы. Нас ждут комары, нас ждет свежий лесной воздух, ждут пересеченные дорожки, препятствия. Будет много чего интересного. И именно вот с этого момента, с окончания асфальта, начинается настоящий велотуристический рай. Дорога идеальная для горных велосипедов, на которых мы отправились в этот велотур. Все, я смотрю, довольны, радостны, на позитиве. Все только начинается. Пьем водичку, ребята, немножечко отдыхаем. И нарушители будут расстреляны. Можем дойти до изгороди Канибадзе, но сейчас коней там нет, поэтому смысла особого нет. Едем до стенда Канибаза и там уже останавливаемся, фотографируемся, едем дальше. Тут буквально до нее километров 5, может быть, едва ли. А это тот же маршрут, который мы пешком ходили? Часть того, да, вот Канибаза это тот, куда мы пешком ходили. Вот дальше мы ушли направо, а мы поедем по дороге. Халявная комаротерапия обеспечена. Тяжело снимать и ехать, да? Постоянно догонять надо. Стало гораздо лучше, чем в прошлые годы. И я думаю, этот маршрут, он даже для совсем начинающих. Смотрите, замечательное, покрытие прям утрамбованное, ехать легко, приятно. И самое главное, еще раз отмечу, это суперская велопогода. Ни солнца, ни шквального ветра, ни дождя. Просто день создан для велопогоды. Так, ну что, добро пожаловать на Сняли до сюда. Как впечатление от первого лица? Первый велопоход. Что-то болит. Забились игры. Впечатление вагон, да? Впечатление уже. Не сказать словами. Вы крутая, молодец. У нас там велопоинт и как раз таки beautiful view. Смотровая площадка. Viewpoint. Viewpoint, да. Просто такая.
немного дыма, вид Ну да, ведь пожар. закрывается, да. На самом деле, когда вот ясное очень небо, то очень здорово видно вот эти вот лесные полосы, они прямо слоями идут. Лес, там в дальнейшем сопки видны, то есть это замечательно. Это вот здесь вот мы домики видим, это дачи Намцирского тракта. Он еще здесь пока вдоль дороги идет Намцирский тракт, но потом он пропадет. Ну а дальше уже вот, собственно, тайга. Лагерь он там, по идее, в самом конце, наверное, его еще... ну вот это да. Да, тут надо... вот На что-то этом сделать. фоне, да, наверное? Да, вот с той стороны нужно как раз... Нет, будет- наоборот, сюда стать, наверное. Ну да, в смысле оттуда сфотать, Да. и тогда у нас будет... Не. Папа тоже великий. Ай-ой-ой. У нас казинаковый перекус. 10-минутка. Сейчас будет фотографирование на фоне этого всего. Камерамен. Он второй камерамен. Я камера герл. Давай, позагорать. Через час обед. Обедать рано, но подумала о пище уже можно. Зарядить тебя? Ага. Я с собой возьму, наверное. Влезет? Я уже 17 километров намотал. Ну, пока ты... Но ты бы еще в Тулупе поехал бы. Все, едем дальше. Все, кто приехал. Ну ладно, только 10 минут идет. Своим пометом. Пометная птица. Да, это нормально. Первое время это в порядке. Ну, можно попробовать, в принципе. Может быть, будет чуть покомфортнее. Но на самом деле, да, это Помнишь, я спрашивал первые тебя? километры, это очень болезненные, да. Кофту можешь перемотать. Тем более, это как бы, да, дорога такая способствует кочкам. И сидушки на горных велосипедах, они жесткие. Это сделано анатомически правильно, но тем не менее нужно привыкать. Первые там 100 километров или несколько дней, конечно, будет больновато. А я все хотел купить эти. Амортизированные, да, подцепильные штыри. И так вот не дошел до этого. Ну, может оно и к лучшему, да, потому что Брукс, он действительно решает его, если прикатать, он прям вот идеально вливается. Да, лучше, что не правильно, что не купил. Потому что амортизация, она так, ну, довольно... Он немножко помогает, по крайней мере, не так долбит на кочках. Ну вот у меня тоже вот это на Урале же, там тоже пружина нет. Да, такое большое седло широкое, оно попробуется. Но это тоже, она широкая, поэтому не идет. Да, широкое седло.
заказывал, вот, получите, распишитесь. Дорога есть, но она хлюпает. А проехать же можно, да? А? Проехать же можно? Все можно. На фете можно, да. Петя, давай. Наверное, нет. Я не заказывала. Мгм. Переплыли? Перешли. Сетку одел, да? Красота, да, тебе? Не кусает? Классно. Знаю, я бы тоже очень хотела, чтобы не было. И вот мы просочились по лесу, покорили болотца и вышли на самую эпичную, важную развилку этого маршрута. Дорога налево ведет нас прямиком к станции Вена, к нашему конечному пункту. Направо она тоже ведет к станции Вена, но с элементами технического бездорожья. Глобальный спуск, глобальный подъем, интересные многовековые вот сосны, которые не обхватить, пешеходные участки. И в конечном итоге она повернет налево и все равно выйдет к Вене. Но так как наша задача попасть на Вену поскорее, мы поедем по более короткой дороге. Надеюсь, она проезжабельная. Заинтересовал. Как Для этого похода делиться опытом друг с другом. Так же, как это камни, да? В палатку греть, если холодно. Но. Ну да, на костре нагрел их, потом... Да, да. Завернул их в полотенце и это. Или в ткань какую-то. Как и грелка, да? Вот, Да, холода, отопление же не дают долго, осенью, если, да? Мало ли чего. В грелку наливают воду. Или даже бутылку. Это, не то, это что в грелку. как будто свой стол, да? Отдельно у вас. Скатерть Да, это самобранка называется. Я даже не заметила. Ой, комары даже меньше стали доставать. Видимо, костер и еще шингитовое мыло, да? Помогло. Комбо-набор спасения. Тут уже третьего родила, говорит это. Вышел с роддома, как до родов. Потом за добавку. Самая маленькая. Самые голодные и самые маленькие. Ну да. Петя, заберешь? Лиля, да? Да. Это тебе, как девочке, больше всего мяса. огурец, воздух, комары. Да, кушай.
Сейчас у нас как раз прорывчик будет до дороги, и там уже рукой подать до Вены. А с Вены все, считай, спустился и ты в городе почти. Ну как в городе, в Ушхатыне, там еще херачит. Да, после схоты начал. А, в Пешком, Схотыне можно пешком Там, прийти по крайней можно. мере, видно дорогу. Там еще можно будет походить. Конечно, нужно будет. Нужно. На закате там. Ну, а там же, да, там В смысле, на фоне звездного неба я имел в виду. Ночную скотын, это Ну. не каждому дано. Плывется, да, все это дело? Да, тут все-таки лес такой. Грибники, ягодники, да? Да, да. Если это можно так назвать. Кто-то сказал, что это дорога. Все-таки я была права, что это тропа, это и есть дорога. Они просто перерыли. Дима, снимай дорогу. Вот сейчас вот. Да. Когда мы еще по такой дороге поедем? Берегите колеса. Берегите природу. Давайте поехали на саму Вену, тут буквально 100 метров. Мы прибыли! Ура, друзья! Наконец-то мы прорвались через вот это вот все дерьмо комариное. Через дорогу, которую зачем-то Главное, перекопали. через ров. Вот это. Да, то есть это была хорошая дорога, и вот смотрите, как ее испортили. Если бы она была не тронутая, вот такой вот, как есть, мы бы за 10 минут долетели спокойно. Отличная лесная Я дорожка думал, была. на этих оставлю сумку, наверное. Вот, а они превратили дорогу, вот там вот такая же дорога, то есть ехать вообще комфортно. И ни подъемов особых, ни спусков, а вот смотри, один ров и все, и просто непроходимо стало. На велике еще можно пройти, на машине уже шансов нет. Туда заезжаем, мы туда выезжаем. Вот есть вот такой бонус, вот туда едем. Наверное, в этом году мы уже на Вену не поедем. Не-не, там же направо была еще дорога. Да, вот там. Надо ее проверить, да, Лилька? Там так же, наверное. Свежий какой-то японский, японец, может быть. Что там? Ну, порядка 40. Там, я просто вот знаю, что Дон и Каир, они следующие, а дальше там я их просто Милан после Каира идет. не помню. Да, там Милан, еще что-то, то есть они вот как бы... Милан. Соединяли север. Да, но вот 800 километров? судя по вот этим по вкопанным сваям, ну понятно же, да, что была очень глобальная вещь, потому что и видите, насколько это все делалось качественно, что прямо сейчас оно вот стоит, и, наверное, вот эти пьедесталы, они еще 100 лет простоят. Да, конечно, вручную. Тут какая техника? Может быть, максимум там какой-нибудь один бульдозер, ДТшку пригнали. По кодам, по этим штукам разбираются. Вот такие были разъемы, блоки электронные всего этого, схемы. Это вот модульные были рековые штучки. Здесь были. Не очень много людей знает. Вон там еще Веллеры. Прикол остался. Ой, гвозди. Мир ничего. Там, да, скорее всего, даже маркировка еще осталась много где. 95. А 93, 95. 33 или 93, 95, наверное. А, как дембеля вот эти, да, делают. Только совсем вот недавно, в принципе-то, да? И не пережила. У них здесь был свой свинарник. И где-то там, да, а может быть даже вот оно, католик типа, да, обогреваемый. Или там где-то был еще деревянный свиней они содержали, или коз, может быть даже коров. То есть вот такая вот, на самом деле, специфика была. В октябре
он был затоплен полностью. Сейчас просто ради интереса посмотрим, может быть, куда можно Погреб? попасть. Да, вот там дальше будет такой спуск, а это вот, ну, видимо, для свиней, да, мне кажется. Свинарник. Свинарник, ага. Вот тут вот такая вот была жизнь когда-то тут кипела. Ночевали. Ну, в принципе, прикольно было. Но комаров тут, да, вот сейчас прям что-то немало, скажем. Реально что-то медленно. Вот там точно эксперимент сделают. Что там? Как тебе трасса? Чё, супер, да? Спуск классный, да, вообще? Да. Можно, да. Мы там Да, вы доехали. Дорога классная, но не хотела бы я подниматься. Да, раньше, наверное, Это было ездили бы только вообще. посюда, только с подъемами, когда не знали про Нанцирь. Прикинь, какая это была жесть. Ужас. Спускаться было вот на песках моментами не очень. Спускаться даже и то Ну. тяжело заносит. А Ну, вот подниматься особенно вообще вот на- никак. Да, на узеньких, а на таких на шоссейных. Даже меньше меньше 60 выйдет, будет. Не знаю, литра 4. Смотришь? 7, Водичка. по-моему. Да. А ты откуда? Хорошо. Давайте хлеб, колбасу, да. Хлеб еще же оставался, у кого-то был. А, вот, да-да-да, вот открытый хлеб сейчас. Колбаска еще у меня, по-моему. Давай это? Для баланса Нет, ему для баланса отдаем тебе. Как это я вообще запутался? Кому для баланса что? У меня будет дисбаланс. Так, все, А так, перестаем хвалить. если это они. Гады такие. А какая-то компенсация нам за дорогу. Столик. Так, хорошо. Так, что, горох будем, да? Сидеть. Это не горох, это фасоль. А, вот там нарезанные они там оставят, это мы здесь. Уже, правда, месяц прошел. Да, в походе, в принципе, можно все передавать. Можно нормально, да? Да, еще только, наверное, самое начало, по идее. Ну что ж, друзья, время к 6 часам, и мы уже спустились с сопок. Мы находимся на полях к подъезду к местности Усть-Хатын. Мы сейчас здесь перекусили, набрались снова сил. И самое главное, что погода не поменялась. Такая же веллерская, также прохладно, ветерочек, нету комаров. Солнышко есть, но оно не обжигает за счет вот этой дымки. У нас остался сейчас участок по проселочным полевым дорогам до Усть-Хатына.
Там мы выезжаем на асфальт и двигаемся домой. Я думаю, маршрут оставшийся займет примерно часика 2, может быть 3. Все живы-здоровы, никаких приключений нет. Отличное место мы здесь нашли, спасибо добрым людям. И мы сейчас двигаемся далее по маршруту. Все здорово. У меня тут даже Она есть, у нее там нора. Лисичка? Но такая лисичка небольшая. Вообще прикол. Странно. Ну, прям по дороге такая прыг-прыг-прыг-прыг, еще стоит там, смотрит. Бурундук, наверное. Нет, лисица, Нет, реально. мы знаем, как лиса выглядит. Вы чё? Петя пошел ее фотать, а она в нору. Такая примерно как небольшая собачка. Лисенок. Весели. Ага. То есть дерево. Вот такая да. Город рядом. Коровки ходят. Это были коровы. Мы там крутое дерево видели. Одно такое здоровое, тоже лиственница, да? Да, давайте сейчас мы выезжаем на дорогу, чтобы сильно времени терять. Становимся в колонну и аккуратно колонночкой едем до... Ну, остановиться можно будет, я не знаю, ну, в порту, например, да, то есть Жатай, это практически Марху только проехать. Только пожарный пилон сделали. По дороге прямо едет, буквально свежий совсем. Мы недели 2 назад сидели. Ага, буквально вот 3-4 дня назад. По дороге, видимо, трактор шел. Да, теперь это свет по дороге не кинул, это просто тупо один козерог. Едут. Меня не смотри. Поход интересный был. Особенно лесные дороги. Сюрприз. Перерытый ров от лесников. Маршрут интересный на один день. Можно было бы сначала съездить, поотдыхать. Всё. Ну, для меня вообще та сторона, можно сказать, новая. Я в основном катаюсь где-то там в красном тракте, поэтому было очень интересно вспомнить, что там вообще есть. Усть-Хатын, какие там поля интересные, какие там леса. И как я люблю, попались нам обязательно тропинки. Были небольшие болотистые участки с ирисами и был ров, перерытый ров, по которому мы ехали прямо по нему. Вот это вот у меня было в первый раз, наверное, самое важное впечатление всего этого похода. А так, ну, вообще отлично, получается, мы около 60 километров прошли, уже устали, нам еще осталось чуть-чуть до города. Супер! Впервые участвовал в этом велопробеге. Мне очень понравилось, конечно. В таком большом количестве людей я впервые. Обычно с семьей мы участвуем. А здесь все люди молодые, позитивные. Также хочу сказать про организаторов. Хорошая организация велопохода в лице гида Евгения, его супруги Ани, да? Ани. Также Аня хорошо организовала Таня, да?
суп, да, суп очень дало нам очень много сил закончить этот тяжелый поход, как бы для меня вот, впервые. И также поблагодарить всех участников, которые были на позитиве. Это что редко встречено в наше время. В общем, все молодцы. Меня зовут Аня, я одна из организаторов, супруга Евгения. Вот. Мне очень понравилась сегодняшняя группа. Было здорово, позитивно, и я всем хочу сказать спасибо. Вливайтесь в походы. Первый раз участие в этом походе, это однозначно должны быть определенные какие-то эмоции, впечатления. Расскажи, что больше всего понравилось, что больше всего запомнилось в 2 словах буквально. Езда, конечно, в велосипеде. Первый раз как на лыжах. Видеть море. Впечатление у меня не сказать. То есть было больше позитивного и прикольного, Да. чем сложного, да? Ну, сложности были, да, но нюансы были, да. Ничего, можно преодолеть. Да, все преодолелось. Совершенно верно. Молодец. Поход у нас осталось буквально несколько километров до города. Это точка практически финишная. Сегодня все очень хорошо себя показали. Было очень много позитива. Все очень замечательные, веселые, интересные, дружные люди. Мне понравилась команда. Новички вообще все молодцы. Я много новичков повидал, поэтому мне есть чем сравнить. И да, этот ров, все его упомянули. Ров это действительно была жесть. Если бы его не было, мы бы, возможно, проехали чуть быстрее, но не было бы каких-то впечатлений, которые этот ров оставил. В целом поход, на мой взгляд, завершился удачно, прошел очень хорошо. И я очень надеюсь, что в дальнейшем будет больше участников, больше новичков, больше людей, которые хотят влиться в велотуризм. Звоните, пишите, вливайтесь, мы расскажем, покажем, проинструктируем, накормим и подарим массу замечательных позитивных эмоций. Всем спасибо еще раз, вливайтесь в наши походы. Ура!